Ассаляму алейкум, сайхалу достлар, в эфире программа для тех, кто любит побаловать свои уши качественным звуком. Это Jungle Studio, и сегодня у нас в гостях трио Gypsy Lyr. Уважаемые телезрители, теперь хочу ближе вас познакомить с участниками группы Gypsy Lyr. Человек, гитарные струны которого заставляют трепетать душевные струны любого слушателя, Геннадий Бондарь. Здравствуйте. Основа этой группы и аккомпаниатор, басист и просто замечательный человек Александр Лысенко. Здравствуйте, Александр. Ну и ударник музыкального труда, и просто отличный ударник и перкуссионист Архан Агавейли. Привет. Есть такой музыкальный стиль джипси. Это как-то связано с вашим названием? Это связано с нашим названием. Джипси означает цыганский. А в нашем контексте это романтичный, зажигательный стиль. Изначально было название джаз-лир, но потом джаза стало меньше в нашей музыке. И изначально был заложен другой смысл. Джаз – это импровизация, свобода. Лира – это предок всех струнных инструментов. Гитара, собственно, и есть та же самая лира, только уже в 30-м поколении. Вот. И лира с мифологии была подарена Орфею, Аполлоном. И когда он играл, деревья начинали танцевать, реки останавливались, а дикие звери становились домашними. В каких стилях вы работаете? Нельзя точно определить,
каком мы стиле работаем, потому что это все собирательная музыка. Ну и не хотелось бы себя ограничивать. Можно делать что угодно. Любой коктейль, любой микс, и оно все звучит интересно для меня прежде всего. А потом уже и для людей, мне кажется, тоже. Вот. А Gypsy мы можем сейчас исполнить отличные композиции с твоей помощью будешь нам помогать, хлопать. Конечно, с и все удовольствием вам присутствующие помогу. за кадром то же самое. Все внимание на ребят, они покажут, что делать. Мы заговорили о массовости. Вот что вы думаете о шоу-бизнесе украинском? Какие его достоинства и, может быть, недостатки? Ну, мы развиваемся, я могу так сказать. Есть хорошие примеры, есть очень качественная музыка. Я имею в виду, мы, как Украина и как шоу-бизнес в Украине. Есть очень классные проекты. «Манекен», «Анука» — это вот из украинских, которые мне нравятся по материалу. Есть восходящие звезды, как же о них не сказать, это Иванка Червинская, например. Это когда украинская музыка, но подана с тонким вкусом, мне очень нравится, потому что я принимаю участие активно в аранжировках. Вот. Ну, а, кстати, о «Манекене»,
как о продукте и о прочем может сказать Орхан Агабели, так как он участник. Расскажи, пожалуйста, в каких ты проектах еще принимал участие музыкантов? Ну, и я работаю с разными артистами, и проекты, есть артисты. Народная артистка Украины Ирина Билык, манекен Женя Филатов, Маринита. Ну и еще много проектов, например, Влад Каращук, он из «Голоса Украины», наверное, все слышали. Ну, Гена, его проект Gypsy Led. Ты должен был это сказать в первую очередь. Ну вы это запомнили. Вся проблема в том, нашего шоу-бизнеса, что Орхан один, А желающих много. а да, желающих Орхан? с ним поиграть Да. много. Я ему предлагаю как-нибудь клонировать себя, что ли.
есть города, в которые хотелось бы еще вернуться и где вас принимали вот по-особому тепло? Ну вот первый город, с которого все начиналось, мы туда начали ездить с концертами, это Харьков. Познакомились с девушками, которые нас слышали в Крыму. Они предложили устроить нам концерт в Харькове, и пошло-поехало. Мы стали ездить туда почти каждый месяц с концертом, и при этом собирали полный зал. Это было удивительно для меня. И, оказывается, такая музыка, она и имеет место быть, и люди на нее ходят, и она нравится. Возможно, потому что нет этого сегмента, мы единственные. Есть много инструментальной музыки, но она может быть более сложная, менее интерактивная. То есть джазовые музыканты, они все, ну, как это сказать, интроверты в исполнении. Они все уходят в себя и мало чего отдают людям. И джазовую музыку могут понимать только В основном искушенные, музыканты. да, или музыканты, да. Но почему-то наши музыканты не ходят на наших музыкантов слушать джаз. Поэтому мы играем для людей простых, для тех, кто просто любит музыку, гитару. То есть ваша музыка понятная, простая? Ну, я не преследую как конъюнктурные цели, там, быть понятным и простым. Я просто играю то, что мне нравится. Но оно достаточно, мне кажется, доступно массам. Вот. А сыграно он профессионально, опять-таки, благодаря этим великолепным людям.
хотел сказать про вот этот инструмент и про Александра Лысенко. Надо уже уделить внимание. Саша играет на необычной гитаре, можно показать. Это современный инструмент. Это Обычная гитара? Нет, необычный. Передний фронт музыкальных инструментов гитарных. То есть это самая вершина эволюции. Гитара, которая может звучать и как гитара, и как орган, и как скрипки. В общем, один человек заменяет целый оркестр. Это был орган. Да. Что еще? И так далее. И теперь симфонический оркестр. Вот так как-то.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Мы будем ждать ваших новинок и будем следить за вашим творчеством. Вам спасибо, что пригласили. Мы хорошо провели время, поиграли. Взаимно. Ждем вас на наших концертах. Всем спасибо. До свидания. А с вами была Джанглас Студио. Мы еще не раз вас удивим. До встречи на следующей неделе. Корыш Кенджи.